Уже традиционная акция по восхождению на Столовую гору в конце первого месяца лета на этот раз собрала около 350 желающих прикоснуться к традициям своих предков. Организаторы не сомневаются, места хватит всем. В 6:30 утра 15 автобусов выдвигаются из Магаса в путь, держа курс в Джайрасский район. 3 километра вверх и столько же вниз, примерно 4 часа в одну сторону. Столько занимает пеший путь для покорителей Столовой горы. Преодолеть все трудности ради незабываемого приключения пришли как любители, желающие испытать свои силы в подъеме на вершину, так и альпинисты, которые уже покорили Эльбрус и Казбек, так что для них это всего лишь тренировка. Уже профи в этом деле, они делятся своим опытом. Холодную воду здесь нельзя пить, сразу дыхалка у тебя перебивается, потом трудно бывает. И легкий перекус, много кушать нельзя, после еды организм начинает уже переходить на переработку еды, у тебя сразу уже как будто кажется, что ты уже только что я хорошо шел, а после еды как будто ты уже груз за собой тащишь. Я уже много раз это испытал и многим говорю, не кушайте, пока не дойдете до точки, до максимальной точки, а там можно уже покушать обратно, при спуске это уже не мешает. Древнее башенное селение Байни лежит у подножия Столовой горы. Именно здесь начинается официальный старт. Столовая гора покоряется всем, от мала до велика. На ее вершину взбираются люди самого разного возраста. От маленьких детей, которые с энтузиазмом шагают в ногу со своими родителями, до стариков, ощущающих прилив сил от восхождения. Иса Гулоев, узнав о массовом восхождении, решился испытать свои силы. Как и многие, он надеется, что сможет дойти до конца. Я дошел до села Бейни-Аул. Сегодня около 10 часов время. Аллах даст, еще через 2 часа, через 3 часа поднимусь на эту вершину. Когда-то там находились наши предки. К массовому восхождению присоединились и гости. Наталья и Алексей Нишатаевы приехали из города Егорск. Они любят летом путешествовать по России. На этот раз местом отдыха выбрали Ингушетию. И в Ингушетии, то есть основные достопримечательности мы как-то прочитали в интернете, то есть я так понимаю, что гора Столовая и храм Мяцели очень священны для ингушей, и решили тоже посетить с ночевкой, то есть мы вчера после обеда поднялись туда и сегодня вот спускаемся. Организаторы позаботились обо всем, в первую очередь о безопасности. Поисково-спасательный отряд «Арамхи» на своих мотоциклах объезжает всю территорию. Если кому-то станет плохо, внизу ожидает скорая, до которой спасатели быстро довезут. Разносит и воду, полностью наполняя свои рюкзаки. Говорят, чаще всего новички ошибочно полагают, что им хватит и одной бутылки. Как минимум 1,5 литра хихалец на каждого человека целаки. Поэтому от Цанхи отпожу. Снабжать спасательный отряд, помогаем людям. Получается, уже один рюкзак раздали, да? Один рюкзак раздал, сейчас за вторым спустился. Со стороны может показаться, что подъем не такой крутой, и для восхождения не понадобится много сил и времени. Но это только на первый взгляд. Через какое-то время большинство молодых людей, так смело перешучивавшихся между собой у подножия горы, уже не так активны. А вот Саварбек Султыгов, несмотря на преклонный возраст, чуть ли не впереди всей группы. Первый раз باقنا خنب وصلت ووج است دالك ديخش يعني قابش ويق دوق دات سنز وز قانا حدبول كي بير حدول ونخوش حدبول تصدري تاق والله خلدات اتد خزد يرمو دي حياتش يرمو متك خلش يرمو организация خلش سنل وي مخ وي وامشك. За время восхождения все изрядно проголодаются, поэтому у финиша их ждет сытный ужин. А тех, кто, несмотря на препятствия, покорил Столовую гору, порадовали приятным бонусом. Вот такой сертификат, что данный участник покорил Столовую гору. И у нас мы изготовили вот такие деревянные фишки. И тут написано, что покорителю Столовой горы к столетию ингушской государственности. Вот такие приятные бонусы. Но человеку, который поднялся и спустился, такие вещи, они
важны для них, потому что для них это память. Сбитое дыхание, приятная усталость во всем теле, а в награду покоренная высота. Путь завораживает своей красотой не только во время подъема, но и спуска. Восхождение на Столовую гору – это возможность испытать себя и свой дух. Минац организует такой активный отдых ежегодно. В этом же году помощь оказали и сад-гигант Ингушетия, и Обанхи. Акцию приурочили к столетию ингушской государственности. Амина Зязикова, Муслим Арчаков, Магаз 24.